камнях и в водах, в воздухе и на скальных рисунках застыли легенды воинственного степного народа. В потоке историй по бескрайним степям казахской земли развиваются легенды о 7 трагических судьбах и самоотверженной После смерти отца мне предстояло принять власть и готовиться к войне с правителем Самани Мансурханом. Мансур давно посягал на наши земли, смерть отца лишь ускорила его войско. Мансур пригласил нас на переговоры в местность Арстанде, что на границе наших государств. Там я и увидел его дочь Айшу, девушку неземной красоты. Поняв, что войны не избежать, я решил, что одержу победу любой ценой и женюсь. Битва была насмерть. Столько крови не проливалось со времен вторжения Кира, предка Мансурхана. Но его также ждала участь отрубленной головы. Узнав о моих чувствах к Айше и предчувствовав свою погибель, Мансурхан решил убить собственную дочь. Айша и Бабаджа Хатун бежали из дворца. Измучив лошадей, на 4-й день они добрались к реке Асу. Там Айше в Саукеле подложили змею. Моя возлюбленная встретила свою смерть именно так. Моему горю не было предела. Я воздвиг ей храм на своей земле. Единственной мечтой моей было воссоединиться с любимой после смерти. Ведь настоящая любовь никогда не умирает.
У моего отца Барлыбая было 6 сыновей, неисчисляемые богатства, но не было дочери. Бог услышал его молитвы, и на свет появилась я, Айбики. Отец с детства привил мне любовь к музыке, и вскоре не было равных Микиша во всем Семиречье. Однажды в аул приехали джигиты из Сарарки, и один из них, Атумтай, захотел состязаться со мной. Я влюбилась в его душевную игру, которая была признанием в чувствах. Почуяв неладное, отец попросил джигитов покинуть аул, а Тунтай предложил бежать и строить счастье с ним на его родной земле. Пустыня Бекбагдала скрыла наши следы, и мы добрались до гор Кукхе. Жили мы беспечно и счастливо, пока не увидели на берегу озера Бурабай моих 6 братьев. Мы были вдалеке от берега на лодке, но стрела гонца поразила Атумтая. Она будто пронзила и мое сердце. Я молила Бога оставить меня там и сделать частью гор Кукхе. Так и случилось. Разглядывая камень Жумбактас, можно увидеть девушку на лодке и ощутить боль человека, который пережил настоящую любовь. Хоть и долго ждал Балхашбай своего наследника, родилась у него лишь одна, но красавица – дочь. Когда она повзрослела, Бай решил устроить праздник, созвав людей со всех краев, дабы подобрать для себя сватов. И я отправился туда, но в качестве коневода обырал Бая. После подготовки коня, к вечеру, я сидел на окраине аула, исполняя күй. На мелодию домбры подошла девушка в одежде доярки. Она удивилась, увидев меня с домброй. Я же ответил, что впервые вижу дочь Бая, разодетую как доярка. Она разозлилась, что ее узнали, и убежала. А я влюбился. Это была дочь Балхашбая Иле. В дни праздника мы выиграли во всех скачках и нередко виделись с ней. Между нами проскользнула искра, зарождались чувства, и влюбленные мы решили бежать. Я от рабства, а она от невольного замужества. Балхашбай, узнав о нашем побеге, отправил гонцов. Наша любовь долго не прожила. Измученная лошадь Иле скатилась с обрыва. Пытаясь ей помочь, скатился и я. Гнев Балхашбая сменился на слезы. Не вытерпев горя, Балхашбай умер, держа в руках свою дочь. На том же месте забил родник, превратившийся в озеро Балхаш. Когда-то мой отец Карабай и его
Я родился в семье простого чебана и учился у дяди Бержана. С юношества пел и развлекал людей на праздниках аула. В один день я отправился с другом в Маралда сватать его будущую жену. Там, в гуще общего веселья, я и услышал о невиданной красоте дочерей Султанбек-бая, Хусни и Хорлан. Весь вечер я пел только о любви. И народ, и Хорлан поняли, что все эти песни посвящались только ей. Хорлан не стеснялась взглядов, будто наперекор всем. Тогда я еще не знал, что Хорлан засватана, и попросил друга познакомить меня с ней. Мы проговорили с Хорлан до самого утра. То звездное небо было свидетелем нашей любви. Хорлан подарила мне кольцо и обещала ждать меня. А я дал слово приехать за ней следующим летом. Наступил тот самый день, и я поехал в Маралды к любимой. Но по дороге мы встретили караван, в котором была Хорлан. Ее везли на север к жениху. Язык реки и гор высоких речей, известные мне, я с ними говорил. Полвека я, полвека с первой встречей, как день один Хорлан свою любил. Обычай предков, этого я стою, отступит пусть пред просьбою моей. Кольцо Хорлан отправится со мною в далекий путь к обители теней. Я ухожу счастливый, как и прежде, и в смертный час любовью осиян. И я верен был единственной надежде, что все пути ведут к моей Хорлан.